Татарстан лидирует в России по производству молока. Впервые в истории республики надоено свыше 2 миллионов тонн, не побоюсь этого слова, белого золота. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности также показали положительную динамику, заняв первое место среди регионов Приволжского федерального округа. С такими показателями аграрии закончили 2022 год. Об этом говорили на итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики с участием Раиса Татарстана, президента «Моего сердца» Рустама Минниханова. Удивительные наступили времена. Помню, как мы радовались, когда на наших прилавках появились итальянский пармезан, французский камамбер и рокфор или немецкий дорблю. От одних названий во рту появляется характерный привкус. Но сегодня премиальные сыры делают отечественные компании. И не нужно ездить в Париж за сыром. Достаточно приехать в Мамадыш, где работает компания «Азбука сыра». В будущем году Мамадышский сырный завод отметит 50-летний юбилей. Что нужно для того, чтобы сделать правильный сыр? Почему одни сорта сыра плотные, а другие с дырочками? Одни круглые, а другие прямоугольной формы? Наша съемочная группа изучила азбуку сыра. Много тысяч лет прошло с того времени, когда человек впервые сделал сыр. Как всегда, говорят, получилось случайно. Теперь в его производстве никаких случайностей. Начинается, конечно же, с молока, и не каждое молоко может впоследствии стать сыром. Еще до того, как слить его из цистерны, оно проходит первый, можно сказать, приграничный контроль. Самым первым участком на заводе, куда поступает молоко, это является приемная лаборатория, где происходит анализ качества сырого молока, контролируются органолептические показатели, физико-химические, массовая доля жира, белка. И на основании уже сделанных анализов принимается решение, подлежит молоко переработке, либо возвращается поставщику. Когда лаборатория дает добро, молоко проходит через сепаратор, разделяясь на сливки и жидкость с названием абрат. Его потом используют, чтобы понизить жирность или для производства другой продукции. Сыр, по большому счету, состоит из двух частей. Первая часть основная – это молоко, к которой мы подошли, которое мы посмотрели, аппаратный цех, подготовка. Вторая часть – это закваски. Она, основополагающая, она определяет вкус сыра, то, за что мы этот продукт и любим. Путем годами отработанных технологий сливки превращаются в зерно, очень похожее на творог, и в сыворотку, которая тоже идет в дело, только в другое. Это вот уже сердце сыродельного завода. То есть это два сыроизготовителя, и здесь находится два пресса. Можем делать как, например, и тут голландский одновременно, так можем их развести по времени, делать где-то, например, сыр российский, а где-то, например, сыр Маздам. Хорошее видится и на расстоянии. На этом этапе тоже контроль и автоматический, и человеческий. Это наша операторская, мозг нашего корпуса. То есть мы ведем визуальный контроль за каждым процессом. Все у нас автоматизировано, все программы, все рецепты забиты в программу. Голландский, российский, сметанку и пикантный, пармезан или маздам – все дело в закваске и технологиях, о которых не говорят. Секреты, конечно же, не раскрывают. Разные сорта сыра зависят, конечно, от технологии производства. Там не только отличаются вносимой закваской, но еще также температурными режимами, времени обсушки сырного зерна. Ну и, естественно, качество сыра, его аромат еще зависит от мастерства сыровара. Все это искусство, это не просто цифры, не просто кнопочки. Туда люди вкладывают свою душу. Привлекает внимание даже вот такая мелочь, как шланг, через который масса поступает на прессовку. А уже твердый продукт снова идет на очередной этап контроля. И на цвет, и на вкус все должно соответствовать не только технологиям. Но если сыр вдруг по каким-либо причинам стал не соответствовать требованиям качества, то он бракуется и отправляется на промышленную переработку. Если отклонения имеются именно в органолептике, то из данного сыра можно сделать хороший плавленый сыр. Молоко в жидком состоянии не советуют мешать с соленой жидкостью. А когда оно приняло твердую форму сыра, то рассол – это то, что нужно.
Здесь сыр лежит сутки или двое, опять же, в зависимости от сорта. Соль – это консервант, и она очень часто может убирать пороки, которые сделал сыровар. Если сыр сильно соленый, мы с вами можем предположить, что значит кто-то где-то что-то не доработал и поэтому постарался скрыть. А если сыр не соленый, то он потеряет свой, опять же, вкус, он потеряет, может быть, даже где-то хранимость свою, то есть он может быть липким. Я вот это часто сравниваю солельный бассейн с винным погребом. То есть здесь уже происходит вот такое формирование вкуса и всего остального. То есть это такое, вот, понимаете, здесь такая тишина, здесь там нет людей, и сыр в тишине, он просаливается. И после упаковки сыр еще должен дозреть. В нашем случае месяц, полтора, два. Сырным банком называют это место. Последняя буква в азбуке производства сыра. Только потом отправляется в магазины. И неважно, какой он формы, круглый или прямоугольный. От формы сыра, вкус сыра не меняется. Например, вот у нас сейчас по ГОСТу у нас осталось 3 вида сыра. Это российский, костромской, они оба круглые сыры. И голландский, ГОСТовский сыр тоже. Он брус. Сырные продукты не делаем, мы делаем только натуральные сыры. В 2020 году до реконструкции мы были в топ-10 производителей сыра в стране. По итогам следующего года мы планируем, а может быть даже этого, мы планируем, что мы войдем в топ-5 производителей. У нас нет ни одного килограмма изделия с заменителем молочным жиром, с аналогами чего-то. Это все честный сыр. А та самая молочная сыворотка, которая осталась от полуфабриката сыра, высушивается и идет на производство кондитерских изделий, мороженого, кормов для животных. Словом, безотходная технология. В 1974 году мы перерабатывали 25 тонн молока, а в 2023 мы выходим в 20 раз больше объем, то есть на 500 тонн молока. А стратегическая цель, вот она у нас в 2027 году, вот, стать лидером на рынке сыра в России, за счет наращивания мощностей, за счет технологического превосходства и за счет компании стать первого выбора. Что такое компания первого выбора? Это лучшая компания по сервису, это лучшая компания по качеству, это лучшая компания по объемам. Зуфар Давлетшин, Дмитрий Шлемин. 7 дней.